Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что случится с минуты на минуту, со дня на день? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы водят моими руками, пусть кроем то, что сейчас не скрыто, то, чего же узнать. Так, мои хорошие, отсыпочка вышла. Отсыпка у нас общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Так, мои хорошие, ну давайте будем разбираться. Вижу, что какой-то мужчина вас за руку берет. За руку. Это хороший знак. Вы можете опереться на мужчину, вы можете довериться мужчине, либо мужчина будет пытаться как-то в вашу сторону проявиться по-хорошему, по-доброму. Ну типа, посмотри, какой я классный, да? Почему ты со мной там не встречаешься, не общаешься, не дружишь? Я могу быть очень-очень нужным, полезным и в меру приятным. Вот, внимание со стороны этого мужчины, оно идет с правой стороны. То есть мужчина не обидит, а наоборот, сделает нечто очень хорошее для вас. Ну, вам явно будет приятно, явно вы этого не ожидаете, поэтому вдвойне будет приятно. В общем, с этим мужчинкой как-то то ли пообщаетесь, то ли время проведете, то ли в принципе будете проводить время. Да, такой хороший знак. Внимание со стороны мужчины. Хорошее, приятное, полезное внимание со стороны мужчины. Еще птички над вами. Та, которая справа, она побольше. В клювике что-то вам несет. А та, которая слева, она поменьше. То есть у одних из вас отыграется, что кто-то напишет вам, причем много всего напишет, а может быть даже и, ну, допустим, что-то пришлет, помимо слов, еще что-то конкретное, то, что можно пощупать, потрогать. Ну и с другой стороны, вы кому-то будете писать, либо созваниваться с кем-то. То есть одна птица к вам, другая от вас. И также, мои хорошие, возможно, вы сейчас ждете, что кто-то должен вам позвонить, кто-то должен написать, либо какая-то посылка к вам должна прийти. Вы ее точно получите, причем получите точно в срок. Как было написано, так оно и произойдет. А вот с левой стороны это какая-то неожиданность. Неожиданно кто-то будет звонить, неожиданно кто-то будет писать, неожиданно, возможно, даже что-то к вам придет. То есть одну птицу вы ждете, она приходит точно в срок, а вот вторая будет для вас неожиданностью. То есть и так может отыграться. Дальше, мои хорошие, небольшая гора, но она начинает дымиться. Здесь срочно придется чем-то заниматься. Но горы — это обычно проблемы, либо какие-то сложные ситуации. Она небольшая, эта гора, но вот какая-то срочность появится. Вот нужно будет все отложить, переложить, и именно этой горой заняться, потому что дымится уже, да, еще чуть-чуть и будет извержение вулкана. Вам нужно поспешить. Может быть, вы позабыли, а может быть, какая-то насущная необходимость. То есть этим делом безотлагательно следует заняться. Дальше. Человек с усами. Человек с усами и с хорошими словами. Человек, кто носит усы. Ну, мужчина, ну, либо женщина. Бывают, да, такие женщины, которые тоже имеют такой легкий мусташ. Вот. Этот человек вам что-то очень хорошее будет говорить, от чего вы будете улыбаться. Приятные речи от человека, который носит усы. С правой стороны. Ну, хороший знак. Дальше, чуть выше показано, что с кем-то вы разойдетесь во мнении. То есть вы в одном направлении думаете, человек совершенно в противоположном. Разойдетесь во мнении. Но нет, вы не поссоритесь, но каждый останется при своем. Не удастся вам друг друга убедить,
а каждый останется при своем. Тут как противоречивые характеры, либо по-разному вы видите какую-то ситуацию, либо в принципе жизнь. Так иногда бывает. Даже с самым близким человеком люди могут расходиться во мнении. Это нормально, это естественно и это честно. Вот. Никто ни под кого не подстраивается и никто ни на кого не обижается, потому что человек честно говорит, делится своим мнением. Так, змея в панике отползает от вас. Ну, змея — это негативный человек, это человек-враг, это человек, который способен на всякие гадкие, подлые поступки. Паника у вашего врага, паника у вашего недоброжелателя. Возможно, это связано с вами, с вашей деятельностью, с вашей активностью, с тем, что вы предпринимаете. Но, возможно, человек сам себя там напугал, в панику впал. Может быть, вас это совершенно не касается, да, может, какие-то другие обстоятельства заставляют вашего врага бежать в панике, куда глаза глядят. Хорошее событие на самом деле. По крайней мере, вам не нужно будет бояться, либо готовиться к какому-то нападению. То есть вы видите, что враг от вас отдаляется, чем-то другим занят, и вы такая: ну хорошо, хорошо, замечательно. Дальше, мои хорошие, дорога уходит влево. Какой-то либо новый маршрут, либо какое-то новое место, куда вам нужно добраться, либо дорога, которую вы не планировали. То есть, знаете, как сорваться и вперед в левую сторону. Ну, дорога широкая, в принципе, здесь я за вас не переживаю. Просто вот какой-то элемент неожиданности, да, вот какая-то необходимость куда-то ехать. То, что не планируете, то, о чем сейчас не думаете. Но дорога, она есть. Она широкая, но короткая. То есть как поедете, так и приедете, да, либо дело сделаете как-то легко, быстро. И еще между вами и кем-то образуется арочка, причем очень неожиданно для вас. Здесь милая беседа, либо очень такая беседа в дружеской тональности, на дружеской ноте. Человек, о ком вы раньше либо в принципе не думали, либо думали в каком-то негативном свете. Может быть, человек вам казался каким-то отстраненным, горделивым, самоуверенным, напыщенным, и вы думали: фу, какой неприятный персонаж. А тут вы поговорите и поймете, что человек вполне себе нормальный, адекватный, вменяемый. С человеком приятно общаться, да, вот в таком ключе. И между вами образуется арочка. Ну, вот как на сближение идете. То есть большая вероятность того, что вы совсем скоро подружитесь. Вам уже приятно вместе общаться, уже вы рассмотрели этого человека. То есть, может быть, еще пару встреч, и уже сформируется вполне себе конкретная дружба. Дальше. Женщина с какой-то просьбой обратиться к вам. Она прям так руки протягивает: вот сделай, либо дай. Просьба, в которой сложно отказать, либо просьба в таком тоне, когда человек там: вопрос жизни и смерти, да, только ты можешь мне помочь, там, выручи, сделай. То есть невозможно отказаться. Это не входило в ваши планы, но тем не менее, да, вижу, что будете помогать. Даже если вы с этой женщиной не близки, но вот эта тональность, которую она просит, да, безотлагательность, вы не отказываете, вы помогаете. И еще зуб чей-то вышел, корень, показали прям корень зуба. Могут быть какие-то проблемки, либо вы лечите зуб, либо вы идете навстречу к стоматологу. Скорее всего, вам скажут, что нужно лечиться и лечить вот именно там каналы, да, корни, каналы. С правой стороны, значит, не обманут, и значит, действительно есть такая необходимость. Да? Бывают ведь разные доктора, разные специалисты. Вот, тем более сам себе в рот не залезешь, рентген не сделаешь. Но вам правду скажут, вам правильное лечение назначат, либо правильную схему лечения будут предлагать. То есть надо лечиться. Надо лечиться, пока не поздно, пока есть такая возможность, да, зуб надо будет лечить. Опять же, почему-то корни, каналы показали. Скорее всего, там проблемка. Ну, быстрее начнете, быстрее закончите. Дальше, мои хорошие, вижу, что вы какой-то бумеранг передумаете запускать.
Ну, бумеранг — это что-то вот в отместку сделать, да, либо человеку его же монетой отплатить. Вот сейчас вы очень хотите это сделать, может быть, обдумываете, как это сделать, но, возможно, в течение нескольких минут либо часов вы передумаете это делать, и это будет правильно. Вы себе большой-большой плюс в карму заработаете. И чуть позже, может быть, в течение там нескольких дней вам какая-то новая информация откроется, и вы скажете: ой, как хорошо, что я передумала. Да, там что-то вскроется, раскроется, и вы поймете, что там, например, человек не виноват, либо человек не хотел ничего плохого. Это просто такое стечение обстоятельств, либо человека просто подставили. А вы представляете, вы хотели бумерангом пульнуть. То есть очень правильно и очень вовремя передумайте, как будто бы ваш ангел вам на ушко нашепчет, скажет: не делай этого, не делай, ты ведь всего не знаешь, а вот как узнаешь. Да, в таком ключе. Но вижу, что сначала вы передумаете, а потом уже всю правду и узнаете. Сами себе будете благодарны, что этот бумеранг не запустили. Дальше, мои хорошие, мужчина. Я так понимаю, ваш мужчина может быть не в духе из-за встречи с какой-то женщиной. Эта женщина может быть ему и бывшая, и мама, и даже, возможно, какая-то претендентка, да, вот гоняется она за этим мужчиной. Вот он с этой женщиной пообщается и будет не в духе. То есть у него будет ужасное настроение, он будет там опечален, раздражен в таком ключе. Здесь такая к вам как настоятельная просьба, либо дружеский совет. Не трогайте мужчину, оставьте его в покое. Когда он выпустит пар, когда он подуспокоится, вот тогда и поговорите. И если его сразу там расспрашивать и говорить: а что с тобой случилось, а где ты было, почему у тебя такое настроение, то можно попасть ему под горячую руку. То есть он может набузить, сам того не желая, там, наговорить вам чего-то ненужного. И вы можете из-за этого поссориться, ну, либо испортить отношения. Видите, что он такой на взводе, раздражен, пусть идет успокоится, не знаю, там в телефоне посидит, книжку почитает, там, просто покушает, там, на диване поваляется, пусть успокоится, потом вы поговорите. Но сразу с расспросами к нему не лезьте, иначе может вам достаться от него. Да, там гадость какую-то вам скажет, вы обидитесь, потом с ним общаться не будете. Вот, не нужно, ни к чему. Та женщина его расстроит, и поэтому он будет не в духе. Поверьте, он и сам уже все понимает про ту другую женщину, ну вот просто злится, наверное, от бессилия, либо от того, что он вот такой дурачок и связался с той другой женщиной. Ничего. То, что он с ней там поссорился, это к лучшему. Главное, чтобы он с вами не поссорился. Но опять же, это в ваших руках. Нож показывают, нож, что-то острое. Ножом могут показать острые мысли, острые слова, ну и также в прямом смысле слова могут показать нож. Если вы недавно точили ножи, будьте максимально аккуратны, и уж тем более прячьте подальше от детей. Вот, берегите свои ручки, пальчики берегите обязательно. И также, если вам хочется что-то такое сказать, острое, несколько раз подумайте, стоит ли оно того или нет. Иногда так бывает, что мы там в порыве чувств и эмоций говорим что-то, а потом об этом жалеем. Вот, там, смотрите, не переборщите. С острыми словами, острыми предметами будьте максимально аккуратны. И прежде чем что-то делать, 100 раз подумайте. Такой совет. Дальше, мои хорошие. Женщина, которая делает вам комплименты. Комплименты какие-то прям очень витиеватые, сложные, сложно сочиненные. Но эта женщина делает комплименты от чистого сердца. Вот правда, что думает, то и говорит. Вы на эту женщину произвели неизгладимое впечатление. Либо эта женщина в восторге от вас, от того, кем вы являетесь, что вы делаете. Как будто бы эта женщина в платоническом плане в вас влюблена. То есть вот настолько вы ей понравились, настолько она вами впечатлилась, и вот она будет делать вам комплименты. Все комплименты честные, заслуженные. Вот. Научитесь принимать эти комплименты. У нее нет дурных мыслей по отношению к вам. Наоборот, ее же прям распирает, чтобы высказать свое восхищение вами. Если эта женщина ваша начальница, либо ваша, допустим, клиентка,
то это как-то вдвойне, втройне будет приятно. У вас аж щечки загорятся, вы такая застесняетесь. Но опять же, это все, что она скажет, все будет чистой правдой. Это действительно так и есть. Каждый комплимент, он прям заслуженный, более чем заслуженный. Как отражение правды про вас. Так, показывают мне человека, который все в дом несет. Как будто бы хомяк какой-то. Скорее всего, мужчина. Хотя, может быть, и женщина. Тот, кто живет с вами, либо рядом с вами, очень много всего в дом тащит. Вот знаете, и нужное, и ненужное, и старое, и новое, вот все подряд. Неприятный момент, потому что человек, если он живет с вами в одном доме, представляете, захламляет вам дом, либо захламляет там балкон, захламляет комнату, либо там общее какое-то помещение. Если этого человека не остановить, то этот хомяк там в кратчайшие сроки за несколько часов, либо за несколько суток может просто до потолка нанести всякой дряни, и потом вам же придется со всем этим разбираться. Человек-хомяк. Надо останавливать, и чем раньше, тем лучше. А лучше заранее всех предупредите, что не потерпите складирование у вас на балконе, либо в общем пространстве. Что вы против этого и будете очень сильно ругаться, если это увидите. Да, заранее, если предупредите, то, возможно, в принципе, этого не случится. Дальше показывают мужчину с задранными носками. В такой обуви ходить нельзя. Носки задраны, то есть человек нестабилен, он не может и шагу сделать. У кого-то не получится прийти либо приехать. Либо человек, допустим, это может быть, я не знаю, мастер по ремонту, чего бы то ни было, вы его вызываете на дом, и у человека не получится приехать. Носки обуви задраны. То есть там какие-то серьезные причины, которые не позволяют человеку приехать. Если это речь о свидании, либо о каких-то близких отношениях, то очень серьезные причины могут помешать человеку приехать, доехать до вас. Обижаться не стоит. В принципе, человек вам все объяснит. Все логично, все законно. И просто такие обстоятельства. Да, такой форс-мажор возникает. Не придет, не приедет, либо не придет, не приедет тот срок, на который вы договорились. Дальше. Здесь вам кто-то выпить предлагает. Не обязательно алкоголь, могут там пригласить на кофе, на чай. С левой стороны как-то неожиданно врасплох вас застают этим предложением. С одной стороны, если вы пойдете, то придется очень долго с этим человеком сидеть. Это человек как банный листик, прилип, да, и не отлипает. Там, где одна чашка, там будет 3 чашки, да, там, где одна рюмка, там будет 3 рюмки. В таком ключе. Если вы располагаете временем и вам хочется скоротать, не знаю, приятный вечерок, то почему бы и нет. Но если у вас есть какие-то необходимые дела, какие-то серьезные задачи, и каждая минутка для вас цена, то в данном конкретном случае лучше отказаться. Потому что здесь показано, что это заход в долгую будет, да, в долгую. Но опять же, ни одна чашка, ни одна рюмка, там прям долго придется сидеть и много пить. Либо смотреть, как человек много пьет. Дальше. Совместный выход мужчины и женщины за чем-то нужным, важным, ценным и полезным. Куда-то вы вместе пойдете, либо вместе поедете. Девушки, обращаюсь к вам. Мужчина, он у вас не создан для каких-то длительных прогулок, либо длительных заходов, походов в магазин. Имейте это в виду и старайтесь максимально быстро все сделать. А мужчины, надо быть немножко потерпеливее, и ваша женщина не просто так заходит в каждый магазин, она пытается сравнить цены, она пытается сэкономить домашний семейный бюджет, да? Она пытается купить что-то очень хорошее по выгодной цене. Тоже нужно с пониманием подходить, чтобы вы случайно не поссорились именно в дороге, либо в месте назначения, да? Потому что по-разному вы мыслите и по-разному вы воспринимаете выход из дома, покупки в таком ключе. Дальше, мои хорошие. Что-то вы такое придумаете, что в корне облегчит вам жизнь.
какая-то инновация, какой-то креативный подход к привычным вещам. На ходу как-то придумаете, вот что-то будете делать, чем-то будете заниматься, и придумаете, как это делать легче, проще и быстрее. Классно, классные ощущения. И вот знаете, когда вы кайфуете сама от себя, что вот какая я сама себе придумала. И теперь мне хорошо, теперь мне легко. Смотрите, вы и сами себе это придумаете, и практически всех своих знакомых людей тоже этому научите. В основном женщин, конечно, да, будете учить, обучать, рассказывать. Не только себе, но и другим жизнь легче делаете. Так, готовка. Знаете, такое впечатление, что вы на кухне что-то прям там колдуете, что-то необычное делаете. Либо это какой-то новый рецепт, либо какое-то экзотическое блюдо. И, возможно, вы готовите там впервые и не уверены в результате. В общем, с головой идете в какую-то готовку, приготовление. Но у вас все вкусно получится, потому что вы всегда приправляете все свои блюда вот частичкой своей души, частичкой своей любви. Вот, поэтому у вас всегда вкусно. Так что даже в голову не берите, все у вас получится. Дальше ребенок надевает масочку, когда общается с родителями. Ну, что-то вот пытается, наверное, схитрить, скрыть, утаить. В конце концов, ребенок может быть как и взрослый, так и маленький. Вот. Ну, может быть, вы там и поверите, но потом начнете об этом думать и скажете: нет, что-то не сходится, что-то здесь не так. Ну, сердечко подскажет. Вот, вижу, что попытка ребенка скрыть что-то, она не увенчается успехом. Либо со временем все это раскроется, ну, причем со скорым временем. Ну, не злитесь, не обижайтесь на ребенка, не ругайте, конечно. На то, наверное, есть причины. Ну, либо детский мозг, он именно в таком направлении мыслит. Да, все-таки это же ребенок. Вот, надо скидочку делать. Может быть, это касается уроков, может быть, это касается личного, да, если это уже взрослый ребенок. Но попытается под масочку спрятаться. Ничего, ваше сердечко вам все подскажет. Еще у вас такие большие тройки повыходили с правой стороны. Ну, тройка — это дружба, это знак сотрудничества. Опять же, что-то делать вместе. Люди друг другу о вас говорят. Опять же, люди, если вы работаете сами на себя, что-то делаете, услуги, продукты, товары, вернее, да, то люди могут рекомендовать вас. То есть какая-то волна пойдет через тройки, вот знакомые знакомым и так дальше о вас будут говорить. То есть смело можно сказать, что с минуты на минуту, со дня на день очень много людей о вас узнает, очень много людей будут о вас говорить. Тройки у нас вышли с правой стороны, значит, говорить будут очень хорошие. Да. Как это? Сарафанное радио, да? О вас будут говорить, о вас будут друг другу сообщать. Как советовать вас, рекомендовать, либо на вас ссылаться, да, отсылки будут в вашу сторону идти. Но опять же, говорят не плохое, а говорят хорошее. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.